Итак, дорогие друзья, сегодня в зале Национальной библиотеки Чувашской Республики мы встречаемся с известным писателем, современником нашим, педагогом, драматургом, поэтом, писателем, преподавателем литературного института имени Горького Александром Юрьевичем Сегинем. Я думаю, что кто-то из вас наверняка читал его произведения, но некоторые его произведения экранизированы. Нужно сказать, что, пожалуй, самое известное – это фильм «Поп», который снят по одноименному роману Александра Юрьевича, и он же сам написал сценарий, да? И снял режиссер Хотиненко этот фильм. Ну, я думаю, что многие его смотрели, он шел у нас по телевидению не так давно. Вот. Ну, наша встреча будет строиться таким образом. Сначала мы предоставим слово нашему гостю, затем мы ждем от вас интересных вопросов. В конце встречи мы сделаем общую фотографию, и желающие могут взять автограф у нашего гостя. Но для того, чтобы как-то начать, наверное, вот у меня лично вот такой вопрос. Во-первых, очень необычная фамилия, согласитесь, да? Хотелось бы знать, что она означает. Потом хотелось бы, конечно, услышать о вашем детстве. Ну, есть же такое расхожее выражение «все мы родом из детства». И, конечно, формируется наше мировоззрение в этом нежном возрасте. Поэтому очень интересно, где вы росли, как формировалась ваша личность. И еще вот такой вопрос. Есть ли какой-то такой момент, где вы почувствовали, что вы писатель? Или это какое-то размытое такое состояние? Вы тоже вот я писатель, или с сегодняшнего дня я писатель. Бывает такое или нет? Ну, то есть когда вы поняли, что вы писатель или будете писателем. Ну вот с этого, пожалуй, начнем наш разговор. Если у вас по ходу разговора возникнут вопросы, вы его запомните, этот вопрос, и в конце встречи сможете его задать. Итак, слово предоставляю Александру Юрьевичу вам. Спасибо. Ну, человек, каждый, кто становится потом пишущим, действительно у него есть какая-то отправная точка. Но вот у меня такой отправной точкой стала то, что меня за неуспеваемость выгнали из автодорожного Московского института. И после этого мне уже ничего другого не оставалось, кроме как стать литератором. До этого я так с юных лет уже много писал, но я думал, что надо иметь какую-то солидную профессию. И я пошел в автодорожный, потому что меня все время вот эта фраза удручала, что в России плохие дороги. Я хотел строить дороги и что-то писать, набираться каких-то впечатлений во время своего благого труда. Вот. И у меня была такая мечта, что я буду ехать по какой-нибудь такой гладкой дороге, и все будут говорить, какая здесь прекрасная дорога. А я бы думал, а ведь эту дорогу спроектировал я. Вот. Но когда, значит, я оказался не в ладах с некоторыми предметами в автодорожном институте и остался, значит, вне высшего образования, ну, я пошел в литературный институт и как-то сразу в него поступил. Хотя тогда был очень большой конкурс, больше 40 человек на место. Каким-то образом я вот так вдруг раз и оказался писателем. Ну, я уже тогда подумал, ну ладно, не дорога, так хотя бы буду ехать в метро, будет кто-то читать мою книгу, а я буду стоять и молча думать, а эту книгу я написал. Да, такое бывало несколько раз в моей жизни, но я не стал говорить, что это моя книга. У меня один знакомый, довольно пожилой человек уже, он как-то ехал в электричке, после грибов, там такой тело этой фуфаечки, а рядом сидела молодая девушка, он ей говорит, девушка, а вот это, она читала журнал с его рассказом, и она говорит ему, он ей говорит, девушка, этот рассказ я написал. Она на него посмотрела и сказала, отстань от меня, старый пень. Вот, это... Она подумала, что таким образом он пытается к ней клеиться. Вот, а у него было просто авторское самолюбие. Ну, с чего начинается человек? Конечно, он начинается с детства, с рождения. Родился я в Москве, в Сталинском районе.
Сейчас он называется это Измайлово. Там со Сталином не только район это связан, а связано еще то, что мой дед строил, он был метростроевец, и он строил бункер Сталина, который сейчас в Москве действует, функционирует в качестве музея. Но об этом никто не знал. Там строился стадион, который потом был построен в Лужниках. И вот под этот стадион строился одновременно бункер Сталина, чтобы как-то это скрыть под этим. Вот, и дед мой там участвовал в этом строительстве. А другой дед мой, он был родом из Белоруссии, фамилия Сегень, она в общем белорусская, но происхождение ее венгерское. В каждом венгерском городе есть Сегеньхаз. Это дом, где принимают бедняков, кормят их. То есть Сегень это по-венгерски бедный. Да, вот так, значит, у них там можно прийти и бесплатно пообедать, поужинать и там переночевать. Да, но вот эти предки венгерские, они переселились в Белоруссию в свое время, получили белорусское шляхетство, дворянство. Вот. Существует замок Сегеней в Красках, такое есть место в Белоруссии. Правда, принадлежит он сейчас не Сегеням, принадлежит одному богатому человеку, который купил его и заново отстроил. У Сегеней, понимаете, они бедные, у них денег на свой, чтобы выкупить свой замок, нету. Поэтому я только мечтаю о том, когда-нибудь разбогатеть и выкупить этот замок у него. Но что интересно, что этот замок связан по-своему с литературой. Потому что Сегени выкупили этот замок не у кого-нибудь, а у знаменитого Фадея Булгарина. Не знаю, как у вас, проходили ли вы про эту личность. Вот Фадей Булгарин владел этим замком, и потом он, значит, его продал по каким-то причинам. И стал... Можете в интернете даже набрать замок Сегеней или усадьба Сегеней. Довольно такой приятный замочек. Так что это вот в моем происхождении. Это мой дед по отцовой линии, он был такой, а вот по материнской линии были обычные крестьяне из Смоленской области. Хорошие крестьяне, довольно зажиточные. Потом бежали в Москву, чтобы их не раскулачили, и все оказались в столице. Тяжелая судьба была там, потому что, знаете, рассказывать, как они когда переселились только в Москву, их там, по знакомству разрешали, знаете, в коммунальной квартире на ночь переночевать в ванной комнате. Вот, то есть там часа в 2 и часов в 5 уходить оттуда, чтобы в тепле каком-то. Потом они все устроились, кто где работать, на заводах. Дед мой пошел в метрострой и более-менее уже получили в бараке жили, огромной семьей в одной комнате барачной. Я родился как раз в таком бараке. Но этого я не помню. Помню только, что мой дядька, который ездил много, там Чукотка, Сахалин, он привез как-то с Чукотки медвежонка. И вот я маленький только начинал ходить, то есть воспитывался некоторое время с медвежонком. Потом этого медвежонка, он стал кусаться, его сдали в зоопарк. То есть, конечно, я бы мог очень много рассказать о своем детстве, там было много чего интересного. Мама моя очень хотела, чтобы я стал очень интеллигентным человеком. Вот, и меня отдали в специальную школу, где тогда все предметы были на английском языке. Были такие специальные школы. Но я не дожил до этих всех предметов, потому что, когда я учился на 2 классе, это все отменили. То есть там было только усиленное изучение английского языка, английской и американской литературы. А уже физику, химию, математику, как и везде, учили. Почему это случилось? Потому что в итоге из таких школ выходила половина гениев, а половина немножко куку, потому что, знаете, все-таки такая нагрузка на ребенка, чтобы не просто учить английский язык, но еще и математику, и физику, и химию на английском языке. Так что, слава богу, я не попал ни в гении, ни в куку. Да. Вот. Писать я начал еще тогда в школе. Я писал всякие сатирические, нелюбимых учителей, сатирические повести, где, значит, учителя там куда-нибудь проваливались,
Вот, и всякие с ними беды. И, конечно же, в туалете мужском под дым, не буду говорить чего, потому что, чтобы не рекламировать курение. Вот, все говорили, вот сейчас Геша придет, будет очередную главу читать. И я, значит, как король этого небольшого бала там читал свои очередные вирши. Потом стал уже немножко посерьезнее какие-то. Потом меня увлекла мистика, чтобы там страшно было, знаете, чтобы так дрожал читатель. И так постепенно, вот я, значит, стал писать. И вот когда уже, возвращаясь к этому моменту, был исключен из института, я поступил из автодорожного, я поступил в литературный институт. Ну, отучился там, очень было замечательное время. И тогда же я написал на последнем курсе свой первый роман. Роман этот, у меня умерла тогда мама, вот, довольно молодая, и я решил написать роман, посвященный ей, и назвал его «Похоронный марш». Ну, логично, как бы, «Похоронный марш матери». Хотя она у меня там выведена в качестве второго персонажа главного. Ну, так, у меня какая-то глупость тогда была. Хотелось так сделать, чтобы ее несколько на заднем плане, как бы она... Красивый такой персонаж. Вот. Ну, этот роман, его отвергли в 40 разных издательствах, журналах. У меня хранилось 40 отрицательных рецензий. Да, и когда я его, значит, написал, то 5 глав этого романа, они выставлены были в качестве дипломной работы в литературном институте. И вот один был очень такой партийный человек, не буду называть его фамилию, он сказал, что с таким дипломом не то чтобы защищаться в литературном институте, с таким дипломом этому человеку не место в Советском Союзе, он должен эмигрировать, пока еще он цел. Вот. И можете ли себе такое представить, а это вот такие советские еще были времена, что в итоге я получил диплом с отличием. Несмотря на такое выступление первого оппонента, такого партийного человека. Потому что все остальные бросились меня защищать. Наверное, это была самая большая, длинная защита, потому что много людей читали, и многие люди выступили, чтобы, значит, задавить мнение этого вот. Но, тем не менее, все издательства, это был 85-86 годы, еще только начиналась эта, так сказать, либеральная жизнь. И издательства отвергали. И потом вдруг одно издательство, ну, уже, знаете, немножко начиналось так, все, свобода какая-то стала гулять. А роман-то, собственно говоря, о том, он был посвящен матери, но одновременно похоронный марш по Советскому Союзу. Хотя еще Советский Союз существовал, но в романе я как бы предугадывал его разрушение каких-то основ, к сожалению. Вот. И в итоге все-таки он вышел. Сначала несколько глав в журнале «Литературная учеба», потом вышел в издательстве «Современник». Да, отверженный 40 раз, получил сразу же премию, там тогда была такая премия имени Горького, за лучшую книгу молодого писателя. Вот как меня бросало из одной страны в другую. Я как-то все время оказывался между разными течениями. Я никогда не попадал ни в какие обоймы. Вот любопытный тоже эпизод. Этот роман, когда он вышел, его тут же захотели перевести и публиковать в Праге, в Чехословакии тогдашней. Издательство «Лидове накладательстве», значит, народное издательство. И они со мной уже заключили договор, выплатили аванс. И вдруг этот роман запретили в Праге. Запретила чешская коммунистическая цензура. Представьте себе, в России, в Советском Союзе роман вышел, а чехи были еще тогда не либеральные. Они еще держались за коммунизм. И мой роман запретили. Издатели мне сказали: Александр, вы не волнуйтесь.
скоро все изменится, и все будет хорошо. Скоро все изменилось. Коммунистов выгнали, пришли, значит, эти демократические власти в Чехии, Чехословакии. И мой роман запретили уже не потому, что он был против советской власти. Но он не был против советской власти, на самом деле. Ну, потому что он не попадал под коммунистическую струю. А потому, что он был написан русским человеком по-русски. Другая совершенно крайность была. Вот его не перевели тогда. И, то есть его перевели «Погребный поход». Я помню, как назывался он по-чешски. Перевели, но он так и не вышел в Чехии. Да, забавно. Потом точно такая же была история в Италии. Тоже я получил, помнится, 1 000 000 лир. Аванс 1 000 000 лир. Я впервые в руках держал 1 000 000. А потом что-то в политике изменилось. И, значит, тоже нам теперь не интересны, сказали русские. А издательство было итальянское, но с французским названием «Жуванс». Нам, говорит, уже не интересно. Нас интересуют литераторы из Месопотамии. А потому что тогда Ирак возник. Уже СССР отошел на задний план. Ирак стал главным демоном. И они тогда раскручивали иракских писателей, которые были против иракского режима, то есть иракских диссидентов. Ну, эта политика, она всегда... Мы нужны Западу только тогда, когда мы против России. Как только мы отработанный материал, там, то есть я имею в виду мы, общим всех литераторов. Конечно же, литератор нужен все равно в России. Там, на Западе, он не нужен. Ну, за редкими исключениями. Знаете, тоже, когда Солженицын стал выступать не так, как хотелось, его же там и тоже в США забыли. Какие еще там могут быть? Кто-то издавался только в Америке, например, Довлатов. Ну, какими тиражами он издавался? 100-200 экземпляров. Вот печальная судьба прекрасного писателя, который так и не увидел своей книги, изданной в родной стране. Да, ну вот это был мой первый выход. Тогда я впервые прославился. Это был первый случай, когда я стал известным, знаменитым. Меня стали всюду приглашать. Да, потом был 93-й год. У меня вышел роман «Страшный пассажир». И тогда уже как-то почувствовали, что я, в общем-то, не из либерального лагеря. И ко мне стали остывать, критики все. Потому что критики в основном у нас либеральных писателей. Надо сначала написать какие-нибудь патологии и стать знаменитым, а потом уже ты по накатанной идешь и вот. Ну и дальше. Я уже писал книги довольно разные. Я не люблю писать в каком-то одном ключе. Мне говорят, что у меня нет своего узнаваемого авторского стиля. Ну, а, собственно говоря, у Пушкина он есть, или у Лермонтова. Это просто хорошая проза. Как говорил Чехов, пиши хорошо, и это уже будет ново. Все, писатель никак не должен стремиться стать вот каким-то, вот, войти в какую-то, еще раз говорю, компанию, какой-нибудь изм, чтобы участвовать в каком-нибудь. Заметьте, все великие писатели, они всегда из этих течений, футуризмов там всяких, имажинизмов, выпадали. А вокруг них просто прилипали другие, средненькие. И они вот, благодаря там Есенину, Маяковскому и так далее, такие случаи, они становились сколько-нибудь известными. Да. И так вот потом какое-то время я ударился в историческую прозу. Это я познакомился, не знаю, знакомо ли вам это имя, был такой выдающийся и очень своеобразный исторический философ Лев Николаевич Гумилев. И вот благодаря знакомству с ним
он просто даже мне так сказал, что мы с ним долго беседовали однажды, и он говорит, вот напишите книгу значит, такой был персонаж русской истории, Евпраксии Всеволодовне, которая первая и единственная стала императрицей Священной Римской империи под именем Адельгейды. Она была женой императора Генриха IV, бежала от него, ее там долго ловили. Потом она... Вот это точно. Правильно сказано. Вот. И вот когда он умер, я вспомнил его как бы завещание, чтобы я написал это. И я написал такой лихой роман о том, как, значит, вот в эти времена как раз создавался орден тамплиеров, крестоносцы, первый крестовый поход. Ну, такая, знаете, можно, если бы снять фильм, то там, конечно, много фактуры для того, чтобы... Но этот фильм вряд ли будут снимать наши кинематографисты. А Запад вообще не знаю, когда решит, что русские тоже люди. Теперь тоже в данной ситуации мы надолго выпадаем из общей струи, так сказать, этого западных ценностей. Нужны ли, правда, они нам или нет, я не знаю. Вот, видите, я пока еще не добрался даже до этих книг, а уже скоро. Потом у меня был роман о Тамерлане. Мне тоже эта личность была интересна. Я написал такой роман, где он не просто такой жестокий, как известно, кто такой был Тамерлан. Жестокий владыка Востока. Многие ошибочно его называют ханом. Он был эмир, то есть главнокомандующий. А ханов он просто менял. Хан как бы глава государства был. Но если его хан не устраивал, то этого хана либо секир-башка, либо куда-нибудь увозили подальше. То есть он сам назначал этих ханов. Мне интересна была эта личность просто потому, что кроме того, что он был такой крупный и действительно кровавый властитель, а кто бы не был кровавым? Но кроме того, он был выдающийся человек, который разбирался в архитектуре, в литературе, который был самым лучшим шахматистом своего времени. Вот, и который впервые устроил у себя в своем Самарканде множество садов. Каждый сад представлял собой как бы кусочек какой-то страны. Можно было переходить из Франции в Испанию. Ну и вообще там удивительная была культура. Удивительная была культура. Сильно развитая. Ну, что говорить, если вы поедете в Самарканд, вообще в эти места в Узбекистане, там потрясающая, конечно, это красота. Вот. Потом мне заинтересовало совершенно нечаянно. Меня попросил один знакомый перевести ему с английского статью о слоне Абуль-Аббасе, который принадлежал императору Карлу Великому. Я перевел эту статью, и меня просто пробило. Настолько интересная история. Вот. Мне всегда интересно, что какая-то не просто... Я никогда не писал исторические романы. У меня романы об каких-то чудесных историях. Вот история. Карл Великий, когда он завоевывал пространство, он, значит, воевал с язычниками и однажды увидел капище языческое, где был бивень слона. И он сказал, что это такое? Мы ответили, что это клык, значит, животного элефаса. И он подумал, понимаете, что это клык, вот как у кабана. И вот в соответствии, значит, он подумал, что это такой огромный кабан, вот величиной с нашу комнату. И у него такие клыки. И он попросил, чтобы ему раздобыли слона. Вот. И тогда там была потрясающая история, что в то время халиф багдадский Гарун ар-Рашид, известнейший по сказкам «Тысячи и одной ночи», ну, это была действительно такая выдающаяся личность, он воевал против арабов, которые населяли Испанию, и посылал свои войска для того, чтобы с ними там, ну, немножко их прижать.
И такая возникла недолгая дружба между империей франков и халифатом. И, значит, что... И Карл как раз там тоже поучаствовал, и он ему в подарок отправил этого белого слона. Белого именно. И когда Карл... А этот слон долго шел, представьте себе, из Багдада он шел пешочком, пока его не перевезли через переправу на Средиземном море. И когда он... И Карл его с волнением ждал. И когда он увидел, у него все оборвалось, он сказал: такой маленький. Потому что он не понял, что это бивни. Вот. Но все равно этот слон, он был обожаемый всеми. Туда, куда этот слон заходил, считалось, что это ему удача. Идет, вот, заходит этот слоник во двор, его тут же начинали кормить. То есть он путешествовал так спокойно по Ахену, тогдашней столице Карла Великого. Ну, понимаете, интереснейшая история и с его гибелью, когда он долго наслаждался любовью жителей, а потом Карл решил на нем поехать воевать. И когда слон это понял, он сдох. Не захотел идти воевать, не захотел идти убивать людей. Ну, это ирония судьбы. И долго еще существовала недалеко от Ахена, это могила этого слона, Элефантенграбен, такое место, там именно могила слона. Вот, и написал такую вещь. И вот, знаете, каждый раз, когда мне что-то такое историческое, мне интересно показать, насколько история, она богата всякими удивительными событиями, чудесными событиями. Вот. И вы посмотрите в Википедии обо мне статью, там перечислены все мои эти романы, потому что я как-то не могу без работы. Вот когда я не работаю месяц, два, три, я начинаю чувствовать себя совершеннейшим ничтожеством. Я начинаю читать свои книги и думаю, как хорошо человек написал. Вот. Это был такой смешной случай, когда жена Достоевского ему говорит как-то: Федя, послушай, и начинает ему читать там какую-то страницу из его текста. А Достоевский говорит: фу, какой интересный автор, кто это? Вот. То есть писатель иногда вообще забывает, что он написал. Потому что в жизни он такой же, как все остальные. И только вот когда божественный глагол, как писал Пушкин, коснется его сердца, тогда он живет совсем другой жизнью. Так, и, значит, к чему я могу еще дальше свою биографию подвести? К тому, что одно время я засветился как весьма православный писатель. Так получилось, что как раз готовился юбилей патриарха Алексея II, и мне предложили написать литературную основу для сценария фильма о нем. Вот, произошло знакомство с патриархом. Он сказал, что не надо фильм обо мне снимать, снимите лучше фильм о тех, кто на оккупированных территориях помогал людям выживать, как его отец, патриарха. И так родился сюжет, что надо снять фильм о митрополите Сергии Воскресенском. А потом я сказал, давайте все-таки и Сергий Воскресенский будет второстепенным персонажем, а первостепенным будет простой русский поп. Вот в слове поп ничего нету такого оскорбительного, оно обрело свой оттенок где-то в 19 веке. Ну, даже Пушкин, да, поп со своей попадьей жили. А так-то вот еще в летописи 12 века я встречал, значит, туда-то назначили 5 попов. Это просто было как обозначение профессии. Вот, тоже все говорили, ну нельзя называть поп. Это как-то оскорбить. Давайте назовем батюшка. Вот, я терпеть не могу всю вот эту умильность такую, которая ничего общего не имеет с христианством. Христианство, знаете, это бой за души человеческие. А не когда вот свечечки, могилочки, там, батюшки. Вот это вот все такое старушечье православие, которое, кстати, отвращает людей.
и батюшки эти попы становятся такими же. Вот они привыкают, что их так со всех сторон любят, и они становятся избалованными такими детишками. Но, тем не менее, я написал роман этот «Поп», стал писать сценарий другой сценарист. Он туда навставлял всяких сцен постельных и сеновальных. В итоге еще и проштрафился тем, что целую сцену из своего предыдущего сценария перенес туда. И в итоге попросил, ну, а может быть, ты сам напишешь? Я взял, написал сценарий, и пошло. Режиссер попросил там что-то переделать, что-то добавить. Появился второй вариант сценария, потом третий, четвертый, пятый. Всего, значит, 6 вариантов сценариев. Это часто бывает такое. Во многих фильмах там даже доходило до 20 вариантов сценариев. Так я попал в мир кино. Это увлекательный мир. Я присутствовал почти на всех съемках. Вот. Режиссер Хотяненко, который чрезвычайно человек литературный, любящий литературу, он всегда, когда что-то, какая-то сцена была снята, он всегда оборачивался и говорил, что скажет автор. То есть автором он считал меня, а себя исполнителем. Но действительно, вообще-то говоря, автор фильма – это тот, кто сочинил его основу. Редко бывает, чтобы кино снималось без сценариев или с каким-то, знаете, режиссерский сценарий, который попутно идет. Это может быть 3% фильмов. В основном фильм основывается на киносценарии. Умение его написать – это очень трудная вещь. Писатель, далеко не каждый, и почти не каждый умеет перейти и понять, что кино и литература – это совершенно разные вещи. Совершенно, ну, все равно балет и там повесть какая-то. Это разное искусство. Вот. Надо понять, что кино должно быть немножко глуповато. Что в кино нужно отрезать лишние куски. Что искусство сценариста и режиссера состоит в том, чтобы уметь, скрипя сердце, конечно, что-то убирать. И убирать много. Вот у меня из моего романа в сценарий вошло примерно треть. Из моего сценария в фильм вошло где-то 2/3. То есть всегда здесь нужно уметь понимать, что ты теряешь, кусками теряешь то, что ты нажил непосильным трудом, как говорил один известный герой кинофильма. Вот. Все, что нажито этим своим твоим умом, сердцем. Вот. Это такое. Но и в литературе то же самое. В литературе тоже надо уметь отсекать куски, которые лишние. Потому что иногда бывает, что в жизни происходят такие события, что если ты их покажешь в литературе, тебе никто не поверит. Я всегда вот своим студентам привожу, когда они мне говорят, Александр Ильич, так было на самом деле. Я говорю, вот простой пример. Знаменитый, великий писатель, мексиканский, колумбийский, Габриэль Гарсиа Маркес. Когда он писал жизнь, вот, роман «Осень патриарха», о таком диктаторе, жестоком, южноамериканском диктаторе, вот, он хотел вставить сцену из реальности. Один из таких диктаторов южноамериканских, когда ему врачи отрезали ногу, ампутировали, он устроил пышные похороны своей ноге. Вот ногу его несли в гробу, все там рыдали. Представляете, какая чушь. И он говорит, я с болью в душе понимал, что это уже перебор. И должен был от этой сцены отказаться. Правда, я потом подумал, что лучше бы он отказался от другой сцены, где диктатор едет на машине своим кортежем, а на остановке к нему подбегает его мать родная, и сует ему пакет с бутылками пустыми и говорит, ты все равно там поедешь мимо пункта сдачи, сдай заодно бутылки. Вот этот эпизод как раз наиболее, мне кажется, был вот, кандидат на выброс. А вот с ногой я бы, например, все-таки сделал бы, показал бы эти похороны ноги. Но тем не менее, это вот сам просто как факт того, что такое в литературе не переборщить. И я сам много раз с этим сталкивался, когда жалко было, вот есть прототип. Он такой,
что если ты его напишешь полностью, скажешь, ну ты уж написал, ну такого, и приходится от чего-то избавляться. Жалко. Вот это свойство, но это свойство или архитектора. Архитектору тоже приходится, посмотрит красиво, но вот это надо убрать, чтобы здание выглядело по-другому. Ну и это, наверное, вообще в каждой профессии существует такое. У кулинара те же самые проблемы. Вы вот кто здесь сидите, вы кто будете по профессии? Кто? Филологи, да, в основном? Потому что меня-то вам представили, а вас мне не представили. Механики, да. Во всем. Человек, который конструирует автомобиль, ему тоже хочется и так сделать, и так, а потом он понимает, что надо какие-то части убирать. Ну вот, потом меня занесло в работу над книгами серии «Жизнь замечательных людей». Это адский труд. Это ты должен написать интересную книгу и ничего не придумать. А только как-то интересно показать это все красивым слогом. Но больше я никогда не буду писать. Я написал 2 книги. Это о митрополите Филарете Дроздове, который был в переписке с Пушкиным. И мне интересна была его связь с русскими писателями, с тем же Гоголем. Единственный, кто из священников того времени защитил Гоголя, когда его все топтали за переписку с друзьями. С Чаадаевым. Раз вы филологи, то что я тогда могу объяснять, кто такой там Чаадаев? Потому что мы знаем философические письма Чаадаева первые, а мы не знаем, что было дальше с Чаадаевым. Как благодаря дружбе с митрополитом Филаретом он все-таки осознал, что у России гораздо большее предназначение, чем, как он писал, быть уроком в назидание будущим народам. Вот. И многие другие. То есть через Филарет он всегда в окружении интереснейших, замечательных, выдающихся, умнейших людей. То есть это был такой... Вот их было, на мой взгляд, 2 среди священников. Вот митрополит Филарет и патриарх Алексей II. Вот книга о митрополите Филарете, вот это. А потом, когда я издал эту книгу, ЖЗЛ, мне говорят, ну, а кого-нибудь следующего вы хотите? Я говорю, ну, наверное, патриарха Алексея II. Потому что, во-первых, я с ним сам был знаком. Я знаком до сих пор с тем КГБшником, который был к нему представлен еще к молоденькому. Сейчас это генерал ФСБ, фигура такая довольно известная. Вот, и который благодаря тогда еще простому священнику, вот этому Алексею Ридигеру, стал верующим КГБшником. И в итоге, значит, вот он там такой прошел большой путь. И вот эта книга, конечно, я работал над ней с огромным трудом, потому что мне обещали предоставить все материалы. Это уже было после кончины Алексея II. И тогда вскрылось, что у него обнаружены его личные дневники. Но личные дневники новый патриарх закрыл и сказал, что они будут изданы через год-два, а пока мы с ними работаем, потому что очень плохой почерк. Но мне достались рабочие дневники Алексея II, и почерк там замечательный. Он такой бисерный, но все буковки различимы, не приходилось почти ни разу там с лупой что-то различать. Но эти дневники лично, они до сих пор закрыты. Вот сколько лет прошло, а они все еще запрещены, потому что там Алексей II, что-то такое, знаете ли, писал. И вот когда я совершил этот колоссальный труд, 1200 страниц я написал об Алексее II со многими познакомивших вещами, которые только возвеличивали его как человека.
я столкнулся с церковной цензурой. Мне категорически разгромную статью написали о том, что надо убрать все, где есть политика. Получается, что же, он простой священник, что ли, был? Он был политиком, прежде всего, крупнейшим политиком своего времени и влиял на политику. Нет, для церкви это неприемлемо. Убрать то, что он общался с представителями КГБ, чтобы не было никаких там, знаете, с представителями КГБ общались все, потому что приходил к священнику, у священника назначили куда-то, к нему приходил представитель комитета госбезопасности, знакомился с ним и говорил, значит, я буду вас курировать. Все. У себя он отмечал, значит, агент Дроздов, как его, вот, Дроздов, он в этих документах КГБ, Алексей II, ну, вы помните, кто такой Алексей II, наверное. Он значится как агент Дроздов. То есть любого человека, с которым работало КГБ, ему присваивался псевдоним. Я уверен, что и у меня есть псевдоним, и даже, наверное, представляю, какой. Вот, потому что со мной тоже одно время тесно работала комитет госбезопасности, то есть меня вызывали и проводили со мной беседы. Это очень интересно тоже было. Когда меня первый раз вызвали, это, знаете, было такое еще время, я написал несколько писем, куда меня вызвали, запечатал и отдал друзьям. И сказал, если меня не будет, если я исчезну, вскройте эти конверты. Ну, я пришел, говорю, рад познакомиться, о чем мы хотели поговорить. Они говорят, мы впервые видим человека, который не кричит, я знать вас не хочу, не запугаете. Я говорю, да что же вы представители комитета государственной безопасности. Мне интересно с вами побеседовать. И вам, наверное, будет интересно. И они меня просто расспрашивали о литературе, о моем отношении к тому, сему. Спрашивают меня, как вы относитесь к Солженицыну? Я говорю, Солженицына терпеть не могу, читать невозможно, это не писатель. Вот, не писатель. Они, мы тоже так считаем. Ну, нет, вы считали по другой причине, а я просто потому, что Солженицын получил Нобелевскую премию как писатель, но писатель он очень плохой. Вот, и стиль его этот искусственно выработанный, и многое другое. То есть в чем-то мы с ними сходились, в чем-то нет. Они говорят, допустим, если вы увидите человека, ярого врага России, вы нам сообщите? Я говорю, ну, конечно. Если я увижу ярого врага, я патриот. Но ярого врага мне не попадалось. Поэтому где-то года 3 они со мной встречались, ну так, раз в 2 месяца, в 3 месяца. Назначали встречи где-нибудь в роскошных номерах гостиниц, где, конечно, диктофоны там все записывали. А я знал, что они записывают, и нарочно все говорил, чтобы оставить свое мнение в этих КГБшных записях. Вот. Но потом, когда я столкнулся с тем, что обвинением Алексея II, что он был агентом КГБ, я выяснил простейшую вещь. Вот мне этот же КГБшник, который был представлен к Алексею II, он сказал, что Саша, там есть документы в архивах КГБ, которые подписаны лично Алексеем II. Нету. Значит, он был просто, он не сотрудник был КГБ. А как называлось, агент, ну, все, получается, были агенты. И я тоже, получается, был тогда агентом. И я даже знаю, вот я говорю, что, ну, скорее всего, я где-нибудь там зафиксирован как Карамзин. Потому что тогда я занимался, готовил писать диссертацию о публицистике Карамзина. Тоже интересно, как научный человек вкусил вот этого тоже мира, литературоведения. Повидал огромное количество бездельников и дармоедов, которые годами получают зарплату за то, что они годами занимаются каким-то писателем. Вот я всю жизнь занимаюсь Карамзиным, говорили мне.
А ты кто такой, что ты влезаешь и хочешь опубликовать записку о древней Новой России в ее гражданском политическом отношении? Я всю жизнь занимаюсь этим. Я говорю, если вы всю жизнь занимаетесь этим, что пропущено у Карамзина вот на такой-то странице? Почему я должен помнить, что пропущено на этой странице? А там только один есть пропуск в этой рукописи. И человек, который всю жизнь этим занимается, мне такое говорил. Был такой. Зато потом я встретился с выдающимся человеком Юрием Михайловичем Лотманом. Приехал к нему домой, чтобы снять какие-то вопросы. И он сказал, что, вот с этим вы общались? Да, Боже упаси, с такими не общаться. Это прихлебатели при литературе. Да. Наверное, филологам это известное имя, Юрий Михайлович Лотман. Выдающийся историк и литературовед. Замечательный человек. И вот я тогда впервые увидел, что такое настоящий ученый. Я принес ему перечень вопросов, что мне не ясно в рукописи, чтобы это опубликовать. Он говорит, у меня нет ответов на эти вопросы, но я знаю, где их найти. То есть, вот такой, знаете, фальшивый, он всегда скажет, я знаю, приходите ко мне через 5 дней. Нет, Лотман сказал, я не знаю, но сейчас вот пороемся, давайте вот в этих книгах, вот в этих. И мы где-то часов за 7 нашли все ответы на все вопросы. Очень просто. Вот что такое настоящий ученый человек. А не какой-то выскочка, который всю жизнь занимается. Вот. В итоге я издал этот трактат, и он считается сейчас, то есть мой текст, который я опубликовал, он считается, так сказать, каноническим. Потому что я провел 2-летнее исследование, какая из рукописей не осталось, какой из списков является первичным. Из архива Вяземского я доказал, что именно этот список является первичным. Тоже интересная работа, там столько было этих списков, это каждый список многостраничный, там 150 страниц. И нужно было сверить каждый, чем каждый отличается, насколько он ближе к языку 1811 года. Ну, конечно, там были замечательные, смешные находки. Скажем, вы знаете, что был такой в свое время Демьян Бедный, пролетарский поэт. Он был отнюдь не бедный, на самом деле, он был очень богатым, и он покупал в огромном количестве старинные рукописи. И был целый штат жуликов, которые ему подделывали эти рукописи и продавали. В частности, у него оказалось 4 списка этого трактата Карамзина. 4. Но как-то ты просто открываешь, и уже ты сразу видишь, что это чепуха. Как там написаны буквы. Не так, как они писались даже за 20 лет до Демьяна Бедного. То есть халтурщики просто таким образом, и у него огромный архив. Вот. Из этого архива можно вытянуть огромное количество рукописей, из них составить целый музей фальшивок. Ну вот, тоже интересно. Там много всяких было случаев с пожаром, еще с чем-то. То есть такая вот. Даже с Лотманом я однажды поспорил, он стал доказывать, что Адам Вайсгаупт это великий человек. Я с ним не соглашался. Даже вот, знаете, я с таким выдающимся филологом и историком успел несколько повздорить. Но, тем не менее, я вспоминаю его с огромным теплом. Да и он потом все равно, всегда, когда мы встречались, чаще всего мы с ним встречались в залах библиотеки имени Ленина. Вот. Ну, не чаще, так скажется, раз 5, наверное, встречались. Вот. Всегда трогательно обнимались и все такое. Вот. То есть в моей жизни были разные интересные страницы. Я написал об афганской войне, потому что мне стало интересно, я поехал туда. Вот, и побывал в бою, значит, услышал, как свистят пули, понял, как они свистят. Пострелял из автомата, когда в меня стреляли с горы, там, из такого дувальчика. Прошелся по этим, значит, афганским землям вместе с нашими ребятами и понял, насколько это прекрасные люди.
Вот лучше людей я не встречал. То есть такого собрания прекрасных людей вот, в русской боевой действующей армии я был удивлен, надо сказать, насколько они все прекрасные были. Да, ну и, так сказать, на БТРе поездил и написал повесть «Заблудившийся БТР», вот, которая вошла в сотню лучших произведений о войне библиотеки Министерства обороны. Вот. Ну, только в космосе я не побывал, но уже как-то не хочется, надо сказать. Так что, да, последние мои книги тоже разрекламирую, потому что я недавно, 9 мая, я закончил тоже такой труд, книгу, роман о писателе Михаиле Булгакове, авторе замечательных произведений. Вы, наверное, читали «Мастера и Маргариты» и, наверное, возможно, читали роман «Белая гвардия». Вот. И я несколько критически к нему относился в последнее время. И что-то меня подтолкнуло предложить одному издательству роман о нем. Издательство согласилось, правда, до сих пор они не решили, можно ли эту книгу печатать или нельзя, по разным соображениям. Тем не менее, я, когда стал писать эту книгу, я понял, что я совершенно не знал, кто это такой. Вот этот Михаил Афанасьевич Булгаков. В свое время такой кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, он проронил такую абсурдную фразу: если ты чего-то не знаешь, начни это преподавать. Понимаете почему? Потому что если ты будешь это преподавать, ты волей-неволей изучишь предмет так, чтобы к тебе никто не придрался. То же самое с книгой. Вот если ты чего-то не знаешь и хочешь узнать, начни писать об этом книгу. И тогда ты заставишь себя узнать все, чтобы, опять-таки, не упасть в грязь лицом, когда ты будешь эту книгу представлять читателям. И вот когда я узнал очень многое о Булгакове, то, что как-то обходили стороной, потому что, опять-таки, нужен был особый образ Булгакова, такого либерального писателя, ненавидящего советскую власть. Да, он был монархистом, но советскую власть он не то чтобы не ненавидел, он готов был стать русским, советским писателем, если бы его все-таки до конца Сталин, приласкал. Потому что Сталин, как известно, чаще всего перечитывал 2 художественных произведения. Раз в 2 года он их перечитывал. Это «Белую гвардию» Булгакова и «Тихий дон» Шолохова. Потому что есть на полях разных лет его пометки на полях этих книг. Да, Сталин 20 раз или сколько там, 30 раз, до сих пор все спорят, был на спектакле «Дни Турбиных» Булгакова. И Булгаков хотел дружбы со Сталиным. Он бы ему многое, он мечтал, что вот они будут бродить где-нибудь на сталинской даче. Вот. И они будут беседовать, как кто? Из «Мастера и Маргариты». Ну, как Иошуа и Понтий Пилат. Вот чтобы он мечтал, чтобы они будут беседовать. Ну, а заодно и Сталин, может быть, улучшит его бытовые условия, потому что он очень, конечно, переживал из-за того, что, в общем-то, не имел каких-то бытовых благ, которые имели другие, менее заслуживающие этого писателя. Кроме того, я обнаружил и доказал некоторые очень важные вещи из его биографии, о которых я сейчас не могу говорить, пока не вышла книга. Вот когда выйдет книга, то, в частности, откуда взялось имя Воланд. Да. Потом, до этого я написал одновременно, я работал над 2 большими книгами. Меня потянуло
на очень большие книги, на 1200 страниц. Меня успокоила читательская публика в Швейцарии. Я обратил внимание, что швейцарцы очень много читают в электричках, на пляже и любят толстые такие книги. Я думаю, вообще вот я, так сказать, по Европе много путешествовал. Не успел только вот в Норвегии побывать, в Швеции, в Дании, в Ирландии. А так в основном все остальные страны я эти объехал. Я обратил внимание, что где самые читающие люди? Швейцария, Испания и больше всего Португалия. Вот в Португалии едешь в электричке, каждый второй читает. Когда-то у нас было так в России. Сейчас мы где-то, наверное, месте на 10-м, я так полагаю. Хочется ошибаться в этом. Но, во всяком случае, бумажную книгу вот читают европейцы в этих странах. И мне это подтолкнуло на то, что ночью, если они читают толстые книги, то почему мне сокращать? Я написал вот за последние, 5 лет, вот эти 3 книги такие фундаментальные. Все 3 романы. Роман о Булгакове, роман о Сталине, кремлевское кино. Скорее даже, знаете, даже правильно вот издатели обозначили в аннотации, что это книга, где главный герой советский кинематограф. Да, я показал, как Сталин, который относился к кино с прохладцей, он больше любил театр, в какой-то момент понял, что кино нужно взять в свои руки. И как Сталин стал делать совершенно другой кинематограф, чем был, допустим, в Германии до этого. Вообще и в Европе тоже. Скорее американские образцы. Потому что в Америке кино стало главным оружием. Благодаря кино Америка процветает. Благодаря кино американцев любят, потому что любят героев 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов американцев. Вот. И Сталин, к сожалению, не хватало у него средств, особенно после войны, для того, чтобы эту идею осуществить. О том, как создавался советский Голливуд, он должен был на побережье Крыма располагаться, довольно такое длинное побережье было выделено для создания киногорода, так он должен был называться, киногород. И там тоже огромное количество интереснейших имен, людей, которые, тот же Эйзенштейн, там вот эти Орлов, Александров, Герасимов, который, вот, и люди, которые занимались кинематографом. Допустим, вот первым таким наркомом кино был Шумяцкий, выдающийся довольно так, выдающийся деятель, вот именно в развитии кинематографа. Вот эта книга издана издательством «Российская политическая энциклопедия», но изданы только 40%. Потому что многое издателям не понравилось. Вот. А деньги они заплатили мне хорошие, признаюсь. И я согласился, что... Я подумал, хорошо. У меня зато осталось из этой книги где-то 60% текста. Я издам отдельным романом, соединю там главы. У меня будет 2 книги. А потом когда-нибудь я их соединю обратно воедино. И будет одна книга, вот та, которая у меня была написана. Что эти хитрости приходится как-то с ними жить. Вот. И я написал роман тоже, потому что все-таки вот, общение с кинематографистами, оно не прошло просто так. Мне вот этот мир понравился при всех его недостатках. Я написал огромный тоже роман, он называется «Иолова арфа», о несуществовавшем никогда кинорежиссере. Вот, я даже назвал его Незримов. Вот, причем такая фамилия действительно существует. Так, простите. Это, наверное, какой-нибудь банк сейчас мне будет предлагать. Сейчас. Алло, Слав, извини, я выступаю тут. Попозже перезвоните. Ага. Вот.
Кстати, вот тоже этот человек мог бы к вам приехать, тоже преподаватель этого института, главный редактор журнала «Москва», в котором впервые публиковался «Мастер и Маргарита», Владислав Владимирович Артемов. Тоже интересно, мог бы многое вам рассказать. Так вот, я написал этот роман и должен похвастаться, что впервые со времен Шолохова роман, который был написан наполовину, уже стал печатать литературный журнал. И он выпускался несколько глав, потом перерыв, я дописывал следующий кусок, выходило еще в 3 номерах. И так вот в течение 2 лет этот роман печатался. Такого действительно очень редко бывает, потому что издатель всегда боится. А вдруг я там такое в конце налопачу, что придется обрывать и писать там: приносим извинения, автор сошел с ума, и окончание его романа печатать не будем. Но они это напечатали, и вроде бы, значит, он должен сейчас выйти в престижном издательстве «Репол Классик». Вот жду с момента, со дня на день договора. Только бы не получилось так, что как с этим чешским издательством, а то дотянут, когда придется переводить на английский или украинский язык роман, а русские тексты уже запретят. Это фантасмагория, конечно, никогда такого не будет. Вот, он должен выйти. Это издательство, которое считается вторым после Шубинского по значимости. То есть потихонечку я вышел в выдающиеся писатели. Вот так долго к этому шел. Но, да, я испытал успех дважды. Вот когда вышел мой первый роман и роман «Поп», потому что сразу кино, а кино – это такой двигатель, то тебя начинают публиковать. У меня, значит, этот роман «Поп» выдержал 12 изданий в России, одно издание в Сербии и, значит, издательство GSA и Дитричи в Риме. Эта книга была тоже опубликована. В Риме в итоге они пригласили меня на презентации. Итальянцы почему-то это кино очень любят. И, соответственно, эту книгу перевели. Вот, презентация проходила в магазине Фельтринелли на том месте, где убит был Юлий Цезарь. Вот этот магазин Фельтринелли, он располагается. Фельтринелли, у них, значит, вот эти издательства, то есть магазинная сеть разделяется на 3 категории. Фельтринелли – это 2-я категория. Это книги, которые стоят там от 15 до 50 евро. А Мондадоро – это самое у них, значит, такое издательство, там книг дешевле 50 евро не бывает. То есть только там 50 и там несколько тысяч евро. Вот. И они, значит, это сеть Фельтринелли, пригласили меня, и мы целый месяц провели в Риме, в совершенно таком месте, в котором никто не знает из туристов, в Муссолиневском городе. Туристов как-то мимо него провозят, потому что там весь этот архитектурный стиль фашистский остался. Там стоит зигующий юноша, вот, который раньше олицетворял собой фашистскую юность всего мира, а сейчас там написано, что это атлет. Что он просто, значит, чего-то забросил рукой, и вот это он называется, этот городок, образцовый город. В нем такие удивительные квартиры. Вот мы жили этот месяц. Значит, квартира, состоящая там из 7 комнат, с бильярдной, с 2 выходами на огромный балкон, а с этого балкона еще спускаешься в собственный сад. Вот так должны были по замыслу Муссолини жить все итальянцы, которые разделяли его эти взгляды. Вот. И что я хотел сказать про Италию? Но единственное, что удручало, это колоссальная замусоренность города, вечного города. Самый был фантастический момент, когда красивое такое здание, оно все завалено мусорными мешками,
Я решил посмотреть, что же это за здание. Вот. Официна гигиена della città Рома. Агентство гигиены чистоты города Рим. Это вообще, конечно, уже так анекдотично. Александр Юрьевич, мне вот не дает покоя вот эта история с чешским издательством. Все-таки вам пришлось вернуть аванс? Нет. Нет, вам оставили? Нет, ну, когда заполняешь договор, там Договор, всегда по-моему, обозначается, кто виноват, что книга не вышла. Я же не виноват был, Нет, конечно же. что политика вторглась в мою жизнь. Ну, я думаю, тут уже у зрителей, наверное, у слушателей возникли вопросы. Давайте, может быть, ответим. Или есть у вас еще что-то важное? Что-что? Сообщить есть что-то важное? Или давайте приступим к вопросам? Что-то важное. Я забыл сказать о том, что в моей жизни значит литературный институт. Вот все люди, писатели, которые обозначены, вот, приезжающие, которые приезжали и которые приедут, это все из преподаватели литературного института. Но я, в отличие от них, я самый долгожитель этого института. Я преподаю в нем 25 лет. 25 лет. Вот за 25 лет я увидел разные совершенно категории молодых людей. У меня, это тоже можно так, дайте описать, очень интересно. Как падал интерес к литературе, как приходили такие вялые, ничего не читающие, и которых приходилось тянуть, потому что если всех разогнать, то институт потеряет студентов, перейдет в низшую категорию, поэтому нужно было, вот в течение лет 8 была такая тягомотина, что студенты были никакие. А потом вдруг раз начался подъем. Это было потрясение. Казалось, что все. Интерес к литературе кончился. И вдруг, это произошло лет 6 назад, вдруг выстроилась очередь на сдачу документов в Литинститут. И если вот я застал те времена, когда было 1,5 человека на место, вот помните, я говорил, 40 было человек на место, и вдруг уже дошло до 1,5. То есть из 3 человек 2 надо было принимать. А сейчас это вновь скакнуло, но сейчас, наверное, человек 15 на место. То есть уже люди приходят, подают документы, и очередь выстраивается сейчас, уже последние годы, значит, от Литинститута до Хоральной синагоги по Большой Бронной улице. А с чем вы связываете такой подъем интереса к литературе? Не знаю. Вот это загадка. Новое поколение, другое поколение, другое поколение. И, во-первых, знаете, отношения. Это вот сейчас уже у меня вот сейчас семинар новый, который он уже у меня шестой, уже и забыл, сколько у меня. Это люди, родившиеся в 21 веке. Они совершенно другие, чем те, которые родились в эти жуткие 90-е. Что-то произошло в генетическом коде нашей страны, что вот пришли интересные, читающие люди. Они мне говорят, какие книги читать, потому что я этих книг не читал. Да. Ну, а просто они жадно читают все. Но мне просто даже и нет времени, потому что если я пишу, допустим, книгу о Булгакове, то я все эти 2 года я читаю только о Булгакове. Поэтому других авторов мне уже читать некогда. А тем более, что мне нужно читать студентов. Я еще работаю руководителем отдела прозы в журнале, где тоже надо читать рукописи. Это когда-то, когда я пришел в журнал «Наш современник», там было 5 человек в комнате, то есть в этом отделе, а сейчас я один. И поток рукописей тоже пошел. Люди стали писать. И еще, знаете, что печально? Стали писать хорошо. Почему печально? Потому что раньше я брал рукопись, листаю, 5 страниц почитал, все ясно, графомания. Сейчас я читаю, думаю, когда же я смогу понять, что это произведение печатать нельзя. Нет, вот читаешь, понимаете, повысился уровень профессионализма.
пишут профессиональную прозу, пишут профессиональные стихи. А все равно это не прозаик и не поэт. И трудно его отличить от графомана явного. Знаете, очень трудно. А что, какая составляющая должна быть, чтобы это был поэт или писатель? Ну, чтобы эта Талант. вещь, знаете, вот ты ее прочитал от начала до конца, и чтобы она тебя схватила, это очень редко, конечно. И не все печатается у нас в журнале, потому что есть какие-то соображения, связанные с финансированием журнала, иначе мы просто пропадем. Вот. Но хочется, чтобы вот рукопись тебя схватила за сердце. А не просто так, знаете, игра в литературу. Играть в литературу нельзя точно так же, как нельзя играть своей жизнью. Играть в любовь. Потому что жизнь, любовь, литература тебя за это накажут так, что всего тебя изломают. Нельзя. Если ты пришел в литературу, то ты должен уже так, чтобы у тебя кости хрустели, когда ты работаешь. Чтобы ты сам переживал за своих персонажей. А очень много литературы, которую ты читаешь, и тебя это и герои эти тебя не волнуют. Вот ты прочитал и думаешь, написано хорошо, а зачем? Да. Не зачем. Александр Юрьевич, спасибо вам большое. Замечательные вещи вы рассказываете, просто многое открываете. Я хочу все-таки вернуться к роману «Поп». Тема очень сложная для православия, в истории православия это такая болезненная очень тема. Расскажите поподробнее, как работали вы, как нашелся прототип, как создавался образ. Вот. Потому что на самом деле, поскольку я к православию имею прямое отношение, я знаю, насколько вот история, связанная с Псковской миссией, насколько она сложна. Ну да. Ну, во-первых, мне предоставили, благодаря тому, что это как бы под эгидой Алексея II, мне предоставили все документы по Псковской православной миссии. То есть я мог выбирать прототипов для своих героев. Вот несколько прототипов, которых я выбрал и сдали вот этим главным персонажам. Но характер я его списывал с священника, с которым я долгое время на протяжении многих-многих лет общался, приезжал к нему в деревенский храм, пел там в хоре, в итоге обрел музыкальный слух. В молодости у меня почему-то не очень было со слухом, хотя я был барабанщиком в рок-группе, вот, и даже там что-то пел в микрофон. Но все равно вот какие-то вещи мне очень плохо давались, вот петь. А вот когда я стал ходить в хор церковный, через года 2, ну как ходить, просто у него храм был на отшибе, и там никто, собственно, кроме него не служил. Только он, приходили какие-то старушки, и приезжал я, и вместе с этими старушками пел, он нас поправлял, не так, вот так вот делайте, ткнет пальцем под ребро. Вот. И постепенно вот, значит, и вот этот человек ярчайший, он стал прототипом, главным прототипом. То есть не прототипом судьбы, а прототипом характера. Все его поговорочки, все это из этого отца Сергия Вишневского. Да. А прототипом судьбы был отец Алексей Ионов. Так сказать, больше всего он там и этих детей принимал к себе. Но отец Алексей Ионов уехал с немцами. И поэтому он только до какого-то момента был прототипом моего героя, а дальше он не мог быть, потому что человек, если бы у меня герой уехал бы вместе с немцами, то тут только взять и застрелиться после этого. Герой не должен быть уезжать с немцами. Еще один вопрос у нас есть. Представьтесь, пожалуйста, потом задавайте вопрос, хорошо? Васильева Кристина. Кто ваш любимый писатель? Вот этот вопрос, который всегда задают, у меня, понимаете, у меня все писатели любимые.
Любимый писатель, наверное, вот уже человека, которому за 60, и он сам писатель, нету. Я люблю всех, не люблю всех. За что-то люблю, за что-то не люблю. У меня был период, когда я, допустим, любил Достоевского, при этом ненавидел Толстого. Начинал читать Толстого, ненавидел Достоевского. Там, начинал читать Набокова, ненавидел остальных. Понимаете, каждому писателю у меня есть свои замечания и свои восторги. Поэтому о любом из них я могу сказать, вот не люблю у Достоевского женские образы. У него женщины все не такие. Они вымышленные его болезненным воображением. Ну и так далее. Там. У Толстого, да и у Достоевского стиль ужасный. Вот когда я начинаю студентам править тексты, я говорю, не берите пример с Льва Толстого. Потому что вот у него на одной странице может там столько всякого вот этого словесной чепухи. Но при этом он великий писатель. Это удивительно. Вот человек может плохо писать, но быть великим. Конечно, у него есть выдающиеся сцены какие-то. Вот. Но попробуйте от начала до конца прочитать Анну Каренину. Вот мы однажды в семье поставили такой эксперимент. Не перелистывая, а вот от начала до конца. Вот сколько было нудных вечеров. А жена говорит, нет, не сдаемся, читаем. И вот вслух, когда читаешь, ты еще больше понимаешь, что можно было убрать. Это вообще потрясающий эксперимент. Да, вслух. Ну, вообще, вот чтение вслух, я вам, конечно, рекомендую, вы, конечно, этого не будете никогда делать. Но раньше чтение вслух это было обязательно в русских культурных семьях. Семья Николая II, почитайте его дневники, каждый вечер он фиксировал, что в этот день вслух читали. Вот. Вот это, да, это развивает, объединяет. И главное, что ты читаешь книгу от начала до конца, потому что очень часто читатель пролистывает. Там, когда в молодости мальчик читает все про войну в «Войне и мире», а в зрелом возрасте про любовь. Когда у него уже самого там какая-то личная жизнь состоялась. Груздев Владимир. Что на протяжении многих лет для вас было главным в вашей творческой деятельности как писателю? А второй вопрос, каким вы видите будущее русской литературы, литературоведения? Спасибо. Я не расслышал первый вопрос. Что? Что было главным для вас как писателю в вашей деятельности? Я никогда себе этот вопрос не задавал, что было главным. Не знаю. В моей жизни, наверное, самым главным была встреча с моей женой и рождение ребенка. Как это относится с литературой, соотносится с литературой, очень, очень даже сильно соотносится, потому что ты большая ответственность, хотя не знаю, я никогда безответственно к литературе не подходил. Что главным? Наверное, главным для писателя первая публикация, когда ты трепещешь вообще весь с ног до головы. Наверное, какое-то признание. Хотя все равно самые сладкие минуты – это творчество. Вот, когда меня спрашивают, что тебе нравится в литературе, я говорю, писать, на втором месте получать деньги за написанное. Ну, чтобы писать дальше. Да. Что? Да. А второй вопрос какой был? Прекрасным. Я думаю, что будет вообще, вот сейчас, которая в мире происходит, сейчас происходит на наших глазах революция, масштабы которой мы сами пока еще не понимаем. Вот. Дай Бог, чтобы она только не заглохла.
Потому что без революций человечество начинает гнить. А если она дальше будет развиваться, то эта революция в итоге всколыхнет в талантливых людях жажду писать, появятся новые сюжеты, новые осмысления того, что происходит в этом мире. Потому что главное все-таки в литературе это что? Главное, что самое, кто мне скажет? Что, какой предмет, чтобы описывать? Первое – это любовь. В литературном произведении должна быть любовь. В каком угодно виде. Второе – это, конечно, общественные какие-то отношения. Эпоха главного героя. Без этого тоже нельзя обойтись. Да. Конфликт. Без конфликта художественное произведение пресное, как безалкогольное пиво. Вот. Это очень важно. И я думаю, что вот это вернется когда это вернется в литературу, то, что я сейчас перечислил, литература вновь станет тем, что делает общество литературоцентричным. Вот наше общество перестало быть литературоцентричным. Здесь многие факторы виноваты. Даже то, что и государство никакого внимания не уделяет литературе. Потому что президент не читает, его заместитель не читает книги. Или читает очень унизительно мало. А вот, допустим, тиран, как угодно, там, диктатор, Сталин, он читал. У меня был очень смешной случай. Я получал премию московского правительства. Тогда еще был мэр Москвы Лужков. И когда он мне, значит, эту премию вручал, он сказал: поздравляю, но роман не читал. И у меня так всколыхнулось сразу, и я говорю: а вот Иосиф Виссарионович все читал, особенно кому премии давал. Вот. Ну, представьте себе, что Сталин давал бы сталинскую премию и сказал бы: а я не читал. Он все читал. Он каждый день читал очень много. Да, и уж он всех писателей знал, как облуплены. Власть должна читать. Вот Николай II читал. Он знал хорошо литературу русскую. Да я думаю, что и другие государи. Другое дело, что они часто обижались на русских писателей. Как Николай I говорил: ну какой это герой нашего времени? Герой нашего времени — это патриот, чтобы он там в бой вел, строил чего-то, чтобы он такой был человек, чтобы у него была семья, дети. А какой Печорин герой нашего времени? Ну, можно государя понять. Он хочет, чтобы у него государство было не из Печориных состоявшее, вот, а из каких-то великих людей. Поэтому я говорю, что если вот все в жизни изменится когда, то и литература вернется. Не случайно вот это, знаете ли, вот то, что возвращаются молодые люди. Причем, что интересно, раньше шли уже вот какую эпоху упадка Литинститута, в основном девочки шли. И даже уже говорят, что у нас институт неблагородных девиц. Потому что девочки были все развязные, курили так, это все. А сейчас юноша вернулся в Литинститут. И у меня в этом вот моей творческой мастерской сейчас юношей больше, чем девушек. Раньше они после 2-го курса многие уходили, потому что женились, а жена говорила: ну и что ты будешь зарабатывать? Ты будешь только сидеть, дурака валять, значит, и говорить, там у тебя вдохновения нет. Ну и потихонечку они уходят. А сейчас нет, они такие, понимаю, что хотят быть писателями. А без этого он и не должен. Человек должен хотеть стать кем-то. Тогда он поступает в какое-то учебное заведение. Вообще изначально поэт и писатель как-то мужские профессии, да? Ну даже вот не поэтесса, а поэт. Ну да. Женщины называют поэт. Ахматов не носил когда поэтесса. А на латыни поэта женского рода слово. Поэта. А следующий вопрос, пожалуйста. Да.
Здравствуйте, меня зовут Регина Чишкина. Я являюсь руководителем отдела по культуре Чебоксарско-Чувашской епархии. И мне, как человеку творческому, для того, чтобы создавать мероприятия, всегда необходимо вдохновение. Я знаю, какие моменты меня вдохновляют. Я специально делаю что-то, перезагружаюсь, и мне интересно, как это происходит у вас. Нужно ли вам это, ищете ли вы? И если есть, то что это, ваше вдохновение для того, чтобы идти и двигаться вперед? А я уже на этот вопрос отвечал. Я говорил, что когда я чего-то долго не пишу, я начинаю чувствовать себя ничтожеством. Да, я хороший там сейчас семьянин, там, стараюсь, чтобы в семье все было хорошо. Я патриот своей родины. Но когда не пишешь ничего, становишься как в колоде карт, там, 8 или 9, а хочется быть тузом. Да. Поэтому здесь просто уже какая-то естественная идет потребность к развитию какого-то нового сюжета. Вот сейчас я чувствую, что я несколько выдохся, потому что 3 огромных книги я написал за 5 лет. Вот. Это после книги об Алексее II. А, еще не рассказал, как интересно произошло с книгой про Алексея II. Она очень большая, и ее сначала в ЖЗЛ издали половиной. Половину только издали, то есть пришлось от многих глав избавляться. Потом другое издательство, оно, значит, подготовило полный текст. Для того, чтобы, значит, она вышла, рецензент, вот я вам рассказывал, разгромил пух и прах, потребовал. Вот много, это я вам только чуть-чуть перечислил того, что требовалось убрать. Включая, например, его женитьбу, то, что он был женат и развелся, потому что его супруга влюбилась в другого. И он ее отпустил. Вот. А потом всю жизнь и денежки ей слал, и поздравления сослал ей. Вот. Настолько очень трогательно. И вот тоже надо было этого не касаться. Почему? Непонятно. Так вот, в итоге мне пришлось еще раз, но уже на треть сократить текст этой книги. Я отправил в это издательство «Благовест». И издательство «Благовест» ошибочно издало изначальный текст, то есть полностью. Без каких... Ошибочно, но я думаю, что все-таки это какой-то Божий промысел. Потому что издавать книгу, допустим, где мне запретили его речи на Московском епархиальном собрании, ежегодные речи, конечно, многим в нашей церкви они не хотят, чтобы об этом знали. Потому что он из года в год повторял одно и то же, а это не исполнялось и не исполняется до сих пор. Многие вещи, которые именно он пытался искоренить, борясь за чистоту церкви. Вот. И это... Мне написал рецензент, что это для служебного пользования. Ну как это? Речи патриарха Московского и всей Руси могут быть только для служебного пользования. Тем более, что если они издавались каждый раз, то есть они не были вот в туне где-то. Ну и так далее. Вот. И что? Почему я к этому сейчас пришел? Откуда меня эта речь до этого довела? Что? Что я не договорил? Об Алексее II не договорил. Да, можно еще задать вопрос? Мне интересно, какое участие в ваших произведениях, в создании произведений, в вашей творческой профессиональной деятельности принимает ваша семья. Советуетесь ли вы с ними, делитесь, может быть, какими-то переживаниями, и насколько это у вас совместное действие или нет? Ну, у меня прекрасная семья, у меня жена писатель. Вот. Сначала она была моей студенткой, потом стала моей женой и писателем. Она издала, вот, ее фамилия Романова Сегень, она была просто Романова, а потом появилась в Петербурге писательница Романова, которая пишет матерщину,
И для того, чтобы нас не путали, потому что ее не путали, она все-таки прибавила мою фамилию к своей. Она автор книг о великой княгине Елизавете Федоровне. Вот. И, значит, нынешний митрополит Тихон, он считает ее книгу лучшей о Елизавете Федоровне. Затем она автор замечательного романа «Великий Стряпчий» об адвокате. Ну, как знаете, вот эти американские там адвокаты дьявола. Вот она об адвокате этих братвы написала, но совершенно в другом виде. Потом показалось, что все равно русский человек не может всю жизнь быть отвратительным негодяем. Он у нее ломается. Спивается. Ну, то есть у меня в семье иногда я помогаю что-нибудь ей написать, иногда она мне. Вот как Лев Толстой, например, когда он писал, он Софье Андреевне говорил: одень мне ее. Потому что он не знал, как написать одежду. И Софья Андреевна там писала, на ней было там муаровое что-нибудь, платье такое, сякое. Вот. Она, значит, вот когда у него были вопросы, такие, которые знает только женщина, он обращался к Софье Андреевне. У нас примерно то же самое. Сейчас она закончила книгу об архитекторе Щусеве, уникальном совершенно человеке. Уникальном, который одновременно был архитектором храмов. Ну, как получилось? Она же писала книги о Елизавете Федоровне, а Щусев строил Марфа-Маринскую обитель. То есть Щусев оказался в поле ее зрения, и в итоге она написала теперь замечательную книгу, называется она «Повелитель камней». Это, понимаете, вот о Щусеве есть книги написанные, о нем много чего, но у него была очень важная одна вещь в его архитектуре. Легкое нарушение симметрии. Он, значит, он понял в какой-то момент, что у человека тело несимметричное. И почему здания тогда должны быть симметричными? И у него всегда небольшая асимметрия. Небольшая, но асимметрия. А которая была вообще характерна и для древнерусской архитектуры. То есть и тогда были не дураки, понимали, что здание не должно быть направо и налево, хоть поменяй обе стороны, будет то же самое. И я даже где-то читал, что когда человек незадолго до смерти, у него тогда только начинают симметрично располагаться на лице глаза. Вот это. И вообще только для европейской архитектуры свойственна симметричность. Только когда появилась уже новая, там Бау, это вся это стиль модерн, югенштиль и прочее, тогда вот уже появилась асимметричная архитектура. Он себя пробовал и в качестве архитектора модерна. И вот этот один и тот же человек, который строил храмы великолепные, вот, храм Сергия Радонежского на Куликовом поле, вообще один из самых, наверное, шедевров. Вот. И он же построил мавзолей Ленина. И вот когда она не могла выйти из этого, я вот про свою семью, она попросила меня немного написать о мавзолее. И я дал ей вектор, как вот, значит, в несколько написал страниц, как писать, как его вписать в эту большевистскую струю. 24-й год, когда умер Ленин. Вот описать вот это. Что тогда произошло? Как Щусев в этот момент чуть не находился в том состоянии, когда его могли расстрелять за проект «Новой Москвы». И тут вдруг ему поручают этот мавзолей, и дальше он становится постепенно и первого, второго и третьего автором этих трех мавзолеев. Да. Вот о том, что, значит, как в семье, конечно, это редкий случай, когда муж и жена, конечно, хорошо, когда муж и жена занимаются разными профессиями, еще дополняют друг другу. Один раз муж рассказывает о своих там интересных вещах в профессии, а жена о своих.
Ну, бывает так, что муж и жена одновременно там геологи. Тоже хорошо. Вот дочка моя читать не очень любит. И пусть. Вот у нее стезя где-то артистическая, танцы, пение. Был объявлен конкурс на этих, значит, в детский хор Большого театра. Детский, не хор, это детскую труппу Большого театра. Приехала, спела песенку, ее взяли. Теперь она учится, значит, в этом детской студии Большого театра 2 раза уже в спектаклях участвовала, ну, в таких детских смешных ролях, там, в Чиполлино фасольку играла, там, пела какую-то небольшую, или там в другом, просто когда там дети выходят, кто-то поет, там, «Мне тяжело», а дети подпевают «О». Но все равно, знаете, даже гонорары получила, по целых 500 рублей заплатили. Вот. Да. У того же Щусева, допустим, у него оба сына шли по архитектурной стезе. Это интересная книга. Один на этом деле свихнулся. А другой, ну, конечно, не таком, но продолжатель. Он работал у Щусева, его... Ну, то есть много можно интересно. Знаете, когда ты работаешь, и когда вот, пишешь не биографическую книгу, а роман, и где ты можешь позволить своему герою, чтобы он там выпил, закусил, например, а потом тебе рецензент будет писать, как вы посмели писать, что у вас там Алексей II любил виски. Вот. Но это биографическое, и ты должен там... Ну, хотя, с другой стороны, почему, если все знают, что Алексей II любил... А там очень смешно было. Его когда спрашивали, а что вы любите из спиртного? Он говорил, виски. Ему говорят, ваше святейшество, говорите, бокальчик красного винца. Он, значит, хорошо. В следующий раз его спрашивают, что вы любите выпить? Он говорит, конечно, виски. Но вообще-то бокальчик красного винца. Или когда он однажды пригласили его в как это называется, дом российской армии на 23 февраля. А 23 февраля его день рождения. И там, значит, он выступал перед офицерами. Офицеры накрыли поляну огромную. И говорят, вот, у нас сегодня наш праздник, у вас сегодня день рождения, приглашаем вас. Он говорит, я бы с удовольствием, но сегодня 2-й день Великого Поста. Я не могу. Ну, а вам разрешаю выпить по рюмочке. И наступило гробовое молчание. Он так оценил и говорит, а размер рюмочки пусть сам каждый себе определит. Он очень остроумный был человек. Да. Любил мороженое, эскимо. Любил переодеться и ходить по зоопаркам. Да, то есть это очень трогательный человек. А в молодости он вообще был чемпионом Эстонии по этой гребле. Был атлет такой. Ну, то есть, понимаете, когда ты берешься писать, вот я написал книгу, еще вот такую, «Знамя твоих побед». У нас есть еще время? Или уже закругляться? Еще один вопрос есть. Ага. Роза Деменцова, журналист. У меня, конечно, не вопрос. У меня не вопрос. Я просто хочу вас поблагодарить за то, что вы нам устроили такой праздник. Потому что, когда мы узнали, что вы приезжаете, и сразу же начали искать ваши книги, но в книжных магазинах не оказалось. Но кто Они ищет, распроданы. тот всегда найдет. И в церковной лавке нашего кафедрального собора отыскалось 4 книги, хотя бы вот поп. Просто хочется вас поблагодарить за то, что у вас такой стиль изложения, такой легкий, так хорошо читается. А зачем мучить читателя? Ну вот я только одну книгу читала, теперь хочется все книги ваши прочитать. Обязательно. Но они у нас есть в отделе «Радонеж». Конечно, будем брать. Ну, их можно в интернете найти. И в интернете можно читать. И я хочу вот обратиться к молодым, их очень много. Если будете читать, выбирайте вот автора,
он перед вами. А нам удосужилось просто с вами встретиться после того, как мы ознакомились с вашим произведением. Только одним хотя бы, но вопрос у меня такой еще. Вы говорили, что ваши произведения перевели на многие языки, но об этом я и читала. А как воспринимают в других странах? Честно говоря, даже не знаю, мне не приходилось встречаться. Вот у меня была презентация, книга только что вышла, о которой я рассказывал. Вот. Причем они сейчас по-новому совершенно вот эти книги начинают издавать. Они издают несколько книг, ставят их на полку. Читатель приходит, листает и говорит, я хочу эту книгу купить. Вот. Хорошо, платите. Он платит. Вам эту книгу доставят завтра. Или сюда приходите, или по какому адресу вам прислать. И они эту книгу допечатывают. То есть они не издают тираж, а выпускают несколько книг. Наверное, это будущее. Потому что теперь книгу можно быстро издать. Вот, напечатать, допечатать. Вот. И есть спрос, значит, они допечатывают. Наверное, так и будет дальше. Вот. Почему моих книг нету в магазинах? Ну, во-первых, их раскупают. Вот у меня вышло это в Роспен, книга «Кремлевское кино», о котором я говорил, что Сталин и кинематограф. Посмотрите, она сколько стоит в интернете. 2500. Мне недавно сообщили, продан последний экземпляр. Поэтому я говорю, ну тогда еще допечатывайте. Нет книг вообще. Книг нет даже. Везде, онлайн даже. Онлайн. Ну, онлайн-то они продавались же всегда. Тираж-то всегда был. Значит, они раскуплены. Слава Богу. Александр Юрьевич, можно вопрос? Да-да. Меня зовут Виктор. Вот первый роман вы писали про маму. Так я понял? Ну, посвящен Да, матери. маме. Нас вдохновляет любовь. Вероятно, вдохновили любовь к маме и ранее ее смерть. Но вы сказали, что в этом романе вы связали и развал страны, то есть смерть страны. Вероятно, любовь к стране и ее развал вы это интуитивно почувствовали. Как вы это связали? Вот так ли это осознал из вашего выступления? Или может не так? Спасибо. Как я связал? Я просто показал судьбу одного дома, и как в этом доме вот люди перестали быть героями своей страны. Как они спиваются, как они там, семьи свои у них разрушаются. О том, как происходило вот то, что было, то, что, например, показывал в своем фильме «Так жить нельзя» Говорухин. Вот до чего-то же мы докатились тогда. Другое дело, что и разрушено все это было так, что еще хуже стало. Вот. И я не ставил тогда себе такой целью показать, как разрушается советская жизнь. Оно само собой так получилось. Да. Александр Юрьевич, вообще, наверное, поэты и писатели во многом какие-то пророки. Не знаю, может быть, в связи с тем, что много думают и вот какую-то аналитику такую ведут, да, связь какую-то такую вот событий, между событиями. А может быть, во многом потому, что все-таки это какой-то дар свыше писать. Много же таких вот примеров, когда писатели или поэты что-то пророчили. В основном все-таки пророчат поэты. Поэты? Да, потому что... А вы ведь тоже поэт? Нет. Не было у вас Я стихов? балуюсь. Балуетесь. У меня там в стихи.ру есть страница, это сочиняю лимерики. А книг нет у вас поэтических сборников? Поэтических нет. Я просто считаю, что каждый прозаик должен постоянно сочинять стихи. Для чего? Для того поддержания ощущения тональности. Музыкальности, да? Да, потому что в прозе она очень важна, не меньше, чем в стихах. Вот чтобы была такая интонация. Я на всю жизнь запомнилось, как когда-то в школе учительница диктовала, писать изложение или диктант, какой-нибудь
ели, там, надели белые шапки, вот какие-то такие описания, такие они мелодичные, как музыка лилась. Вот. Вот так, наверное. Ну что ж, давайте поблагодарим нашего гостя. Спасибо вам большое. Мы, конечно же, желаем вам успехов в творчестве дальнейших. И от имени библиотеки хотим передать небольшой подарок. Ребята, спасибо вам за вопросы, за ваше внимание, за ваш интерес. Читайте и любите литературу. Сделаем, да, фотографию, кто хочет, и автографы получим.